الله أكبر الله أكبر. وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжая, дорогие мои братья, мягкое отношение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, к верующим, к обществу, к мусульманам, которые находились рядом с ним. Каким был он заботливым, каким был он нежным, каким он был мягким, саллаллаху алейхи вассалям. В хадисе приводится, от Джарира радийаллаху анху, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فامتلأ البيت ودخل جرير فقعد خارج البيت فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ثوبه فلفه فرمى به إليه وقال اجلس على هذا فأخذه جرير فوضعه على وجهه وقبله. Однажды, говорит, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его дом пришли люди в его дом переполнился людьми. Также пришел Джарир, сподвижник, которого назвали Джарир, радийаллаху анху. Когда Джарир, радийаллаху анху, увидел, что дом уже переполнен, что он не может войти в дом, он сел на улице возле порога дома. Вышел пророк, алейхиссалату вассалям, из дома, увидел, что Джарир сидит на пороге дома, снаружи. Тогда что делает пророк, алейхиссалату вассалям? Сделали ли бы мы то, что сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, снимает с себя верхнюю одежду и бросает Джариру и говорит: Джарир, вот на нее садись. Субханаллах. Чтобы на камне не сидел, пророк, алейхиссалату вассалям, снимает с себя верхнюю рубашку, бросает Джариру и говорит: Джарир, на нее садись, на одежду, на рубашку пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда Джарир, радийаллаху анху, говорит, взял его рубашку. Какое счастье перепало Джариру. Взял рубашку пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приложил рубашку пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к своему лицу и поцеловал, говорит, рубашку пророка, желая баракат от одежды пророка, алейхиссалату вассалям. Вот таким он был, обходительным. Видит, что к нему гость пришел, сидит на камне. Расулуллах, одежду снимает, чтобы он под себя эту одежду постелил и на одежду сел. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا خلا؟ قالت رضي الله عنها: يخيط ثوبه ويخسف نعله ويصنع ما يصنع الرجل في أهله. وفي طريق آخر أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يعمل كما عمل أحدكم في بيته يخيط ثوبه ويخسف نعله. Однажды, говорит, у Аишат, радийаллаху анха, спросили, каков был посланник Аллаха у себя дома. Каким был пророк у себя дома, когда он оставался один? Аишат, радийаллаху анха, говорила: Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, когда, говорит, он оставался, говорит, один, он, говорит, сшивал свою одежду, шил свою одежду, ремонтировал свои обуви. И он делал по дому то, что делают обычные мужчины. В другой версии хадиса, когда у нее спросили, Аиша, радийаллаху анха, также ответила: «Кана я'малу ка'амали ахадикум фи байти». Он был таким же, как каждый из вас в своем доме. Он, говорит, сшивал себе одежду, ремонтировал свою одежду и также, говорит, чинил свои обуви. وجاء من طريق زهري عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كأحدكم يرفع شيئا ويضع شيئا وكان أحب العمل إليه الخياطة.
Когда, говорит, у Аиша спросили, каков был нрав пророка, алейхиссалату вассалам, в доме. Дома каким был нрав пророка? Чем он занимался? Аиша, радийаллаху анха, сказала, что он был обычным, значит, мужчиной, что-то брал, что-то куда-то ставил, переставлял и так далее. И самое любимое ремесло для него, говорит, было заниматься парным делом. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, любил, говорит, значит, парняное дело. Любил шить одежду. Кроить, шить, зашивать. Любил, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. وعن عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن لي صواحب يأتينني فيلعبن معي فينقمعن إذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري بهن إلي فيلعبن معي. Также, дорогие мои братья, Аиша, радийаллаху анха, рассказывает о мягком характере пророка, алейхиссалату вассалам. Аиша, радийаллаху анха, говорит, я, говорит, была молодой девочкой. Аиша, единственная жена пророка, алейхиссалату вассалам, которая была, значит, девственницей. Остальные все были вдовы. Значит, из 9 жен, одна Аиша, после Хадиджа, он женился на 9 жен, кроме Аиша, все остальные были вдовы, разведенные. Аиша была девственницей. Аиша была молодой девушкой. Аиша говорит, у меня, говорит, были подружки, которые, говорит, приходили, говорит, ко мне домой и со мной игрались. И когда, говорит, они видели, замечали пророка, алейхиссалату вассалам, они как-то сдерживались от этого, прятались от пророка, алейхиссалату вассалам. Уважение, хайбат пророка, алейхиссалату вассалам. А пророк, алейхиссалату вассалам, что делал? Подзывал этих подружек Аишат и им тихо говорил, пойдите поиграйте с Аиша. Женой пророка, алейхиссалату вассалам, молодая девочка, говорил, пойдите, говорит, поиграйте с Аиша. Мягкий нрав пророка, алейхиссалату вассалам. وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك فكان إذا أوى إلى منزله جز دخوله 3 أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم يجعل جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا. Хасан, внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям, радийаллаху анху, спрашивает у своего отца Али, радийаллаху анху, говорит, каков, говорит, был пророк, алейхиссалату вассалам, у себя дома, как он, значит, в то время, когда находился дома, как он его распределял. Что пророк, алейхиссалату вассалам, дома делал? Али, радийаллаху анху, ответил и сказал, когда, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился у себя дома, разрешалось, говорит, к нему заходить. Когда, говорит, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, доходил, говорит, себе домой, то время, которое он проводил дома, он, говорит, делил на 3 части. Одну часть он посвящал Аллаху, другую часть времени посвящал своей семье, 3-ю часть времени он оставлял самому себе, но то время, которое, говорит, он оставлял самому себе, он, говорит, не отказывался от приема людей в это время, когда он то время, часть, которую оставлял для себя, это время тоже он на себя не тратил, он тратил на людей, посетителей, которые приходили к пророку, алейхиссалату вассалам. И также той части, которую, говорит, он выделял себе, он, говорит, предпочитал, делал отдельное уважение к тем людям, которые приходили к нему из уважаемых людей, уважаемым людям он делал отдельный хурмат. Если какой-то, значит, предводитель какого-то тухума народа приходил вместе с людьми, то этому предводителю он делал отдельное уважение. Если они принимали ислам, то этого предводителя тухума делал старшим над этими людьми. Говорил, вот все его слушайтесь. Уважаемому человеку Расулуллах тоже проявлял уважение.
уважаемого человека не унижал. Он же уважаемый среди людей, он сам тоже ему хурмат делал. Фамин, значит, в зависимости от их религии, значит, также пророк, алейхиссалату вассалам, проявлял уважение к мухаджирам. Те асхабы, которые первыми приняли ислам в Мекке, им Расулуллах делал уважение, нежели чем потом, последующим пришли к исламу. Если садились на маджлисе, говорил пророк, алейхиссалату вассалам, сделайте место для мухаджиров. Те, кто первые сделали хиджра, переселение с Мекки в Медину, первыми приняли ислам, Расулуллах говорил, делайте им хурмат, потому что они вас опередили в исламе. Они первыми пришли в ислам. Также пророк, алейхиссалату вассалам, принимал людей, значит, бывали люди, которые у них там одна нужда, две нужды, или по несколько нужд, с нуждами приходили люди. Пророк, алейхиссалату вассалам, это время, говорит, посвящал им, исполнял их, значит, разные нужды, их желания исполнял пророк, алейхиссалату вассалам. А что касается своей уммы, то пророк, алейхиссалату вассалам, говорил уммату общим, что касается людей, не вынуждал весь уммат приходить к ему домой. То, что необходимо уммату, он сам выходил и уммату распространял. И говорил, тот, кто меня не услышал, вы донесите мои слова для тех людей, которые, говорит, эти слова не слышали. Чтобы каждый не нуждался приходить к пророку, алейхиссалату вассалам. И также пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, донесите до меня, рассказывайте, сообщайте мне о нуждах тех людей, которые, говорит, не могут ко мне попасть и не могут свою нужду до меня донести. Вот их нужду тоже, говорит, мне рассказывайте. У кого какая нужда есть. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, говорил, «Лиюбаллиги шахидул гайб». Пусть тот, кто присутствует, донесет мою нужду до отсутствующих. И доносите до меня нужды тех людей, которые не могут до меня сами прийти свою нужду рассказать. فإنه من بلغ سلطان حاجته من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله تعالى قدميه يوم القيامة. Поистине тот человек, который, говорит, донесет до правителя нужду тех людей, которые не могут прийти и ему свою нужду рассказать, Аллах, говорит, укрепит ноги этого человека завтра судный день. Завтра судный день Аллах укрепит его ноги и на массу сират и так далее. Если он, говорит, донесет нужду тех людей, которые не могут до правителя донести свои нужды. Вот таким был мягким, заботливым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дай Аллах, чтобы мы были похожими на него. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.